плечах может ребенок на плечах может ребенок сидеть, когда, ну, больше года. Ему было 1,5 года тогда как раз. Он рассказывал, что м, его мать была вместе с детьми. Отец уехал в Грузию, он работал ветеринаром, и по делам, связанными с этими овцами, он через горы переходил, отец, этими с овцами. И, короче говоря, мать была одна, но тогда за месяц во время депортации подселяли к чеченцам по одному солдату. Они тогда не знали, принимали их как гостей. И, матери, Джохары, она была тогда не старой еще женщиной, она отнеслась к этому солдату, он был срочник, уже пожилой человек, тоже как гостю. И он полюбил их семью. Они жили в башне в долине Илхарой. И когда он узнал об этой депортации, то он буквально выручил, этот солдат-срочник. Он этих детей, во-первых, у них была своя телега с лошадьми. Он нагрузил эти телегу мешками с кукурузной мукой, сверху детей посадил на ковры. Вот туда эти, как называется, кумганы или кумгына с маслом погрузил, сушеное мясо, то, что у них было в запасе, сверху закрыл детей коврами, и они так сами спускались с гор. В отличие от тех, которых просто погрузили в грузовики и ехали, его просто выручил их семью, этот срочник. Он пожалел этих детей. Детей всего было 11, но старшие были уже взрослыми. Старшая мать Жахара. Базу была уже нет, не Базу, да, Базу была уже взрослая, где-то лет 18 ей было, а Ваты еще старше. Их, по-моему, с ними не было. Базу была вместе с отцом. Ну, в общем, где-то человек 7-8 детей было, которых он погрузил. Так они спустились с перевала Грозный. А родственников матери, которые жили в Хайбахе, в горном селении Хайбах. Кстати, за год до этого она ходила в этот Хайбах пешком через горы. Их не захотели спускать через горные перевалы и просто загнали в амбар и сожгли. И от родственников матери никого не осталось. Поэтому, когда она при мне молилась, мать Жахара, она перебирала четки, всегда плакала и называла по именам весь свой род, которых выселили, которые сгорели в этом амбаре в Хайбахе. Это была трагедия чеченского народа, незабываемая. И вот они целый месяц ехали, и дети благодаря этим продуктам, которые погрузил срочник, выжили в этом вагоне в товарном. Вот. Потом их выгрузили просто в степь, и они пошли пешком по этой степи на прилетный кирпичный завод, оставленный. Вначале там поселились, потом приехал отец. Он продал эту отару, отец, и у него были деньги. И он купил половину дома, снял в аренду у казаха. И весной, потому что это был февраль, март уже, апрель, он взял трактор, засеял огромное поле кукурузой, тыквой, картошкой, пахал, сам засеял все. И летом они еще жили на тех продуктах, что у них еще оставались, а осенью они собрали очень богатый урожай. Потому что там никто это не сеял, не пахал. И Джахар рассказывал, как отец ему каждую неделю, даже несколько раз в неделю, брал ведро, туда насыпал картошки или кукурузную эту зерна или тыкву. И, в общем, он знал, какая семья нуждается, тихонько узнавал и отправлял к тем, чтобы они помогли этим людям. И Жахар нес такой гордость, он всегда вызывался нести это ведро с овощами, которые они сами вырастили. И очень гордился этим. Отец умер, когда от Жахару было 6 лет с половиной, почти 7 лет.
потому что у него была что-то с ногой, какая нога была раненая, по-моему, и он умер. И для Захара это была огромная трагедия. Его похоронили в этой степи, и он рассказывал, как он приходил на этот холмик степи и равнял его руками. Но поднимался ветер, и осыпался песок. Потихонечку приходила мать, когда он доставал этот холмик опять выровненным, ровным. Иногда видел фигуру матери, которая лежала на этом холмике, плакала. И когда он мне рассказывал об этом, как он равнял этот песок на могиле отца, я все время плакала. Так представляла себе его семилетним мальчиком, равняющим песок. Потом, когда он уже стал взрослым и получил звание, стал, по-моему, полковником, он во время отпуска поехал в Казахстан. Они были в Чимкенте, а вначале я вот не помню название, и он искал там в степи могилу отца, но не нашел. Но зато потом, в 1992 году, по-моему, им самим был придуман этот проект этого памятника. Не забудем, не простим, не заплачем. Из камней, из надгробных камней чеченцев, которые погибли во время депортации. И он подал клич по всей республике, чтобы люди собирали эти камни надгробные, привозили из Казахстана. И их в центре Грозного на площади устанавливали память о тех, кто погиб в Казахстане. А вот памятник, вот это меч выходящий, кинжал выходящий и держащий, рука с кинжалом, как будто выходящий из-под земли был, как, э, как память о тех, кто там погибли и которых никогда не забудут. Этот памятник раньше был в центре Грозного, был суровым напоминанием Всероссийской империи о том, что чеченцы все помнят. Среди памятников, среди этих камней были газоны, трава, была стена с надписью. Памятник был очень красивым. И он даже мне не разрешал помогать ему. Он говорит: «Я сам это дело моей чести, дело моей памяти, долг моему отцу». Я не смог найти его камень, зато сотни других чеченцев привезли камни надгробные своих предков, и мы их тут похоронили. Вот такая была память. Но спустя, может быть, месяц или 2, когда открытие памятников это было, он выступил с речью, и он тогда сказал: люди плакали, глядя на эти камни, плакали, вспоминая 23 февраля, и он тогда сказал: «Хватит нам горевать и плакать. Мы только и знаем, что горюем и плачем, оплакиваем жертвы. Тоска и горе съедают наши души. Нам нельзя поддаваться этому унынию. Нам надо верить в светлое будущее чеченского народа. А то, что оно будет у него светлое, в этом я нисколько не сомневаюсь. Давайте этот день скорби, 23 февраля, переименуем, назовем его Днем Возрождения чеченского народа». И он так хорошо это сказал. Народ, который стоял на площади, поддержал его. И вот это новое название «День Возрождения чеченского народа» — это название оптимистическое, которое дарит надежду всем чеченцам на то, что хотя чеченцев очень мало, 1 000 000, сейчас уже и даже 1 100 000, по-моему, а во время высылки их было около 1 000 000, погибло 2/3 чеченского народа. Но все равно чеченский народ, в отличие от российского, не убывает, а увеличивается, потому что чеченские женщины рождают много детей. И нация, которая сама себя не только восполняет, прибывает, увеличивается в размерах, она обречена на то, чтобы стать свободной, счастливой и возродиться. Так что день возрождения чеченской нации как раз кстати.
Сегодня, 23 февраля, 80 лет депортации чеченского народа. Я вас всех поздравляю с Днем Возрождения и желаю надежды, потому что она уже не за горами. Российская империя обязательно развалится. Сейчас идет война украинского народа, которого 43 или даже 46 миллионов. И в Украине помогает вооружением Запад. Весь мир на ее стороне. В отличие от нас, когда и Европа, и Америка заявляли о невмешательстве во внутренние дела России. Я думаю, что Украина обязательно одержит победу. А победа Украины — это победа всех колониальных народов России. И, наверное, надежда на свободу российского народа. Так что я еще раз вас поздравляю с тем светлым будущим, которое ждут все народы бывшей Российской империи и чеченский народ в первую очередь. Спасибо большое. Спасибо и вам, Алла. Спасибо, Алла, Спасибо. Девица. Спасибо. Вот у нас гость есть, наш дорогой Эльхам из Киева. Дадим ему слово, чтобы он сказал свое мнение. Эльхам, пожалуйста. Ассаламу алейкум, Ахедара. Очень рад в этот день быть с вами, с гордостью Кавказа, с чеченцами в одном ряду и отмечать день возрождения чеченского народа. Конечно, я абсолютно согласен со словами очень уважаемого Аллахану. Идет большая война, вы позавчера были, и спасибо вам большое, и Пане Алле, и Иса Ага, и другим нашим друзьям, которые присутствовали. Война в Украине входит в новую фазу, она входит в стратегическую фазу. Войну в этом году, вы, возможно, наши друзья не знают, я председатель ревизионной комиссии Союза офицеров Украины, в рядах которых состоят 12 800 офицеров. Из них 40% воюют, у нас есть погибшие. Мы всегда держим руку на пульсе нашего Министерства обороны и вооруженных сил. И выходим в общественный совет при Министерстве обороны. То есть мы в курсе всего, что делается. В этом смысле я абсолютно согласен с пани Алла, что война входит в решающую стратегическую, как я бы сказал, фазу. Эта фаза, во-первых, изначально Россия не могла победить, потому что территория Украины... Сергей Викторович, будь ласка, тише. Да, территория Украины 604 тысячи квадратных километров. На начало войны у нас население было, да, это правда, пани Алла опять сказала правду, 43 миллионов. Но это кроме тех, кто имел постоянное место жительства. Таких у нас в Украине очень много было в начале войны, и они остались, и очень многие сейчас воюют в рядах вооруженных сил Украины. Кстати, с 20 февраля, то есть 2 дня тому, с указом президента Украины, иностранцы могут у нас вступить в ряды Национальной гвардии. И этот год будет отличаться от прошлого года. То есть Украина не будет по чуть-чуть нападать, там, наступать, контрнаступательные операции проводить. В этом году мы решили, не мы, то есть наши полководцы, а наши полководцы не советский генералитет, это молодые генералы, которые выучились в независимой Украине и проходили хорошие курсы, скажем, на базах европейских стран. То есть это нового вида, нового мышления, новой генерации генералитета, для которых жизнь каждого солдата дорога, в отличие от России. У нас нет так называемого мяса для России. То есть наши командиры на местах принимают решение, насколько выгодно, я бы сказал, удерживать ту или другую, скажем, позицию.
В этом смысле Украина не воюет за название территории, Украина воюет на то, чтобы истощить врага, его живой силы, его техники и остальное. Это нам удается. И в этом году как бы тактика, стратегия даже заключается в том, что Украина не будет воевать, как в прошлом году, получая по чуть-чуть, как бы сказать, оружие, ракет, техники, и сразу пускать в бой. Украина намерена занять стратегические рубежи обороны, бить врага, больше убивать, как бы этого слова мы не боимся, потому что они пришли в нашу страну с оружием в руках, накопить достаточное количество ракет, в том числе бомбардировщиков, в том числе вынищивателей, истребителей, которые нам обещают в начале лета страны Европы, и дальнобойных ракет, и притом госпожа заместительница госсекретаря Америки Виктория Нуланд открытым текстом 31 января, когда была в Киеве, сказала, что Украина должна применить по своему усмотрению ракеты, которые будут ей наданы. То есть мы же имеем право стрелять по территории, по вражеской территории, как говорится, мудрый воин воюет на чужой территории. В этом смысле, то есть у нас еще одна большая возможность в этом смысле. Украина имеет дроновую армию, большую армию. Мы вытеснили русских из Черного моря, и они как крысы сбежали, конечно, туда, где они захватили, в Абхазию и Чемчири, в городе Чемчири. То есть вывезли туда часть Черноморского флота и часть Новороссийска. И заняли аэропорт Бурбеша в Абхазии. Но в том смысле, что в Черноморской акватории русских мы бьем по полной. То есть тут даже разговоров нету. А что касается сухопутных операций, ясно, что они мясом берут, количеством берут, но это не означает, что у нас есть какая-то паника, боязнь, чего-то мы боимся, или всего остального. То есть в обществе этого нету. Украина в своей конституции написала вхождение в НАТО и Евросоюз. Мы поступательно это делаем. Кстати, последний законодательный акт был принят сегодня парламентом Украины. Этот закон называется о лоббизме. То есть через реестры прозрачность людей, которые занимаются лоббизмом, все остальное, это закон, я думаю, что кому интересно, может поинтересоваться. Это последнее требование Евросоюза от Украины из того пакета документов, законов, которые требовали, мы как бы сегодня закончили. И отрадно, я уже говорил, что прислушались к нашему вчерашнему обращению, когда Алла Ханум, Ахьядага, Иса были у нас на совещании Министерства обороны, Генштаба и наших офицеров, так называемые как бы глубинного государства, то есть в зале были генералы, профессоры, дипломаты, ну, очень много разных людей из Совета национальной безопасности, из Министерства обороны, Генштаба стратегической коммуникации, офицеры боевые. И сегодня постановлением номер 10344 с 248 голосами, то есть у нас в парламенте как бы официально, в Конституции написано 450, 226 было бы достаточно, 248 голосов народных депутатов Украины признали независимость ингушского народа. Ингушетии, так написано в законе. Это состоялось буквально, вот я говорил, пока Паняла не подключилась, буквально там час тому на удлиненном вечернем заседании сегодня. Ну, что я скажу? Я горжусь, что я один из вас. Я горжусь тем, что я, как говорится, мы ведем эту борьбу, обязательно она, конечно, закончится и победой чеченского народа. Меня обидел один факт сегодня, что это сумасшедший, неизбранный, назначенный Москвой сумасшедший сегодня был у
карлика в Москве, Рамзан был сегодня, и что-то говорили о каких-то новых проектах, конечно, у них челюсти опущены, весь мир их признает как террористов, они не выездные, пускай имеют там 100, 200, 500 миллиардов долларов, они не рукопожатные. Вот в этом смысле зато весь мир и на все времена остается героический чеченский народ, его лидеры, как в прошлом, так и тех лидеров, возле которого вы стояли, мы как бы на расстоянии стояли, наш любимый Джахар Мусаевич, Царство Небесное, Аллах рахмет иллясин, мы рядом. И что сказать, я говорю, мне чувства очень глубокие, верю в победу, даже не сомневаюсь в этом. У нас, кстати, чтобы вы знали, ребята, есть сибирский батальон, есть разные подразделения, которые готовятся, начиная от Сахты, Якутии, там, Бурятии, туда, доходя до Кавказа. Но Кавказ они держат в ежовых рукавичках, но очень много убили кавказцев, чтобы вы знали, в том числе, я бы их не назвал чеченцами, я бы их назвал кадыровцев, очень много убито в Украине, в том числе очень много дагестанцев убито. Насчет Ингушетии я скажу, наверное, чуть меньше, но по нашей статистике. Но вот убивает Москва народов. Ну, а в конце я что могу сказать? С общим совещанием, общим решением, постановлением исполкома наших структур, туда выходит очень много разных, я уже выше озвучил, председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия тех часов, последовательного республиканца, как я кругом говорю, нашего дорогого Ахьяда, Идигова Ахьяда Данильбековича, я вам показываю его награждение, это Золотой Крест за волю Украины, за свободу. Не знаю, насколько камера хорошо покажет. Вот у меня с камерой. Да. Может, вот так. Нормально. Награжден. Такое же награждение, схожее награждение будет для пани Аллы. Мы просто не успели, потому что, вот я говорю, награжденному Ахьяда Ага, что он, ну, мы знали, что Аллах подключится, но мы не знали, что точно подключится, потому что мы знаем, что на вас идет в том числе информационная охота, и вы это правильно делаете, вы молодцы, бережите себя, пожалуйста, ради будущего своего же народа и нашей борьбы. Мы очень вас просим, Ахьяд Ага, вас просим, вот ребята, которые нас тут слышат, я их ребятами называю, я их бойцами, воинами называю, потому что, знаете, самая большая ценность, наверное, для человека – это свобода. А каждый чеченец, я не говорю про кадыровцев, про каких-то других, да, я думаю, он в душе свободный человек, он внутри души свободный человек. Я обнимаю каждого из вас, я рядом, Украина будет рядом с вами, поверьте, это не как бы не голые, как бы не голословные слова. И с Асланом мы, наконец-то я Аслана увидел, ваш YouTube-канал. Хочу вот показать. У нас есть журналистский батальон, которого я возглавляю, с институтом журналистики. Кстати, мой соучредитель вчера стал директором института журналистики института университета Шевченко. У нас есть батальон, мы готовы совместно, как говорится, сделать YouTube-передачи, вас приглашать регулярно и будем более. Ясно, что в Украине не каждый понимает роль, в том числе Чечни, в борьбе народов Российской Федерации. Но мы-то понимаем, мы-то знаем, и поверьте, в Украине есть такие, которые понимают. Но были как бы чеченцы какие-то моменты, были разные там заявления, но это вы знаете, я бы не хотел сегодня праздничным об этом говорить. Лично я, мои друзья, официальные государственные структуры, знаем близких соратников Дудаева, как вас. Вот, я вас поздравляю от имени украинских офицеров, от миллионной украинской армии, я на это тоже имею моральное право сказать. И мы рядом с вами, это
Большое счастье, что в мире есть чеченский народ. Обнимаю вас каждого. Вот так. Мои слова вот. Спасибо, Ильхан, большое спасибо. Мы рады слышать. Все твои слова были очень правильными. И мы тоже, значит, поздравляем. Рады, что ты находишься в этом кругу офицеров Украины. И тогда, и в прошлые времена мы всегда были, когда Жагар и Ильчебей был, мы тоже были вместе. Да, я письма Знаем читал, это. кстати, да. Спасибо. Так что мы всегда будем действовать вместе, и победа будет за нами. Слава Украине! Героям слава, слава Чечне, слава Кавказу, слава Джохару Дудаеву и Аминь, всем аминь. людям, которые отдали свою жизнь за свободу. Ахядага, я еще не ухожу, я тут, но я буду подключаться к Вашингтону, каналу Осман-Гызы, когда она позвонит. Она Хорошо, позвонит мне хорошо. примерно где-то минут за 15-20. Я еще Хорошо. тут, если я выйду, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Если Нет, будет нет, продолжаться, я еще почему? вернусь. Все нормально. Нет Спасибо разговора. вам большое. Спасибо, что пригласили. Ильхан, у Да. меня есть ваш номер, я с вами свяжусь или сегодня вечером, или уже... Обязательно, Слав, надо связываться, надо более Хорошо. ваш номер. Хорошо, более интенсивно работать, да. Все, хорошо. Большое спасибо за выступление и за Аминь. Вам награждение. спасибо, Аллахам. Спасибо вам большое. Вы знаете, как второй день украинская пресса пишет, что, ну, так и пишут они у них там по-другому. Они говорят, супруга Дудаева была в прямом эфире, дала свои наставления украинским офицерам. Я постараюсь вам выслать. Абахедага вышли украинскую прессу. Спасибо. Пожалуйста, вышлите, что Спасибо вам можете. большое. Дальше будет. Так, значит, Спасибо. кто у нас сейчас желает выступить, пожалуйста. Если нету активных, то давайте Муса скажет наш. Муса, пожалуйста, давайте, Муса. Я хотел, в общем, но он ушел. Я хотел сказать, в общем, что когда Я никуда не ушел, я тут, я никуда не ухожу. Давайте. 20 украинцев было с войной, в общем. И мне, в общем, указания дали, в общем. Я устраивал их там, в Шатое, винный завод был там. Но во время войны-то она разбита, но главное, помещения были, и я их туда устраивал. 20 человек. И плюс еще я в армии был с украинцами. Где я был, этот берег пролив, вот там я был. И украинцы были со мной, уж 5-6 человек. И нормально уж. И у меня контакт с украинцами всегда был. Спасибо украинцам. Но беда в том, что война идет, гибнут молодые ребята. Вот это самое главное, тяжело переносить. Вот так. Все я сказал. Я уже Имею в все. виду по теме 23 февраля, 30 лет нашей, так сказать, переименования республики, сказано, День Возрождения, и ссылка по этой теме. Скажи, Муса. Ну, я когда уже открыли этот памятник, там я на памятнике, там был, в общем, когда открыли, в общем, этот наш с Казахстана прислали, ну, провели, в общем, погибших, ну, не погибших, а похороненных. И все это я был в курсе, смотрели, много народу было, в общем, все, и Жагар поздравил, в общем, что будем называть с этих пор, в общем, возрождение. День Возрождения, да. Я присутствовал там тогда. Так, Муса, ты закончил, я понимаю, да? Да? Хорошо, Баркел. Давай тогда дадим слово Иса Ахмадову. Он у нас в связи, он наш историк, он по теме скажет, у него информации много. Иса Ахмадов. Ассаламу алейкум.
Алекс. Ва алейкум салам, ва алейкум салам, Алейкум салам. Алейкум салам. ва алейкум салам. Мы как идеологи пытаемся понять то, что сразу не могли понять. Проходят года, целое поколение проходит, платят за это ошибками. И вот сейчас получается, что вот полночная гидра колониального капитализма России с идеологией и практикой большие полки всегда правы, еще при Петре Первого, захватывает территории, захватывает население и финансы, которые после этого используются для оккупации соседних государств. На примере Советской Республики Ичкерии, когда захватили территорию, когда убили столько людей, эти нелюди московские, создав этих предателей, отправляли сейчас наших парней, короче, молодых, которые не могут ничего сделать, как и в России русские немцы не могут сделать, их отправляют и все. И получается так, что главная цель – это оккупация постсоветского пространства. И так приятно, так хорошо то, что Украина дала в морду конкретно этому нахалу, короче, этому нелюдю. И теперь мы можем рассуждать, готовиться и принимать решения, не только принимать, и исполнять решения. Зная, что мы не одиноки. И спасибо Украине, спасибо крымчанам. Крым будет. Я вижу, вы сможете это сделать. А вместе с вами и мы. Да, отбываем. Большое, в общем, хочу сказать насчет нашего президента Дудаева. Да, Алгоритм клуба удивится. Аминь. 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 Он Амин, 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 амин. Он у нас всех в голове и как наша память. Баркал. Баркал Дересвиль. Спасибо, Айса. Так, следующий, кто у нас желает выступить? Я думаю, что мы можем дать возможность выступить и другим. Лечи, вот, Лечи у нас есть. Лечи, если готов, давай скажи несколько слов. Лечи нас не слышит, я так понимаю, так? Хорошо, тогда мы дадим возможность выступить молодежи. Аслан Арцуев, пожалуйста. Аслан, тебе слово. Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья. Поздравляю вас всех с этим днем возрождения. Это трагическая дата 23 февраля, когда в 1944 году под видом депортации, переселения, ссылки, весь народ, когда все мужчины и женщины, и многие женщины в том числе были отправлены на фронт, наши старики, женщины, дети, мужчины, кто не попал на фронт, были под видом депортации отправлены в самое тяжелое, холодное время, в самые холодные, трудные для проживания, тяжелые для проживания территории: Сибирь, Казахстан, Киргизия, где люди ехали не 3 дня, не 2 дня, как поезд обычно туда доходит, 2-3 недели добирался до этих мест поезда. Люди приезжали, на 10 семей давалась 1 лопата, и люди могли, это в лучшем случае, могли копать в лучшем случае землянки. По периметру люди были окружены, переселенцы, переселенные, которые в этих землянках жили, умирали, и фактически это был голодомор на территории Чеченской Республики Ичкерия, тогда еще просто Чечении. У них не было возможности уничтожить нас голодом, холодом. Они боялись, что, находясь на своей территории, в горах, мы будем оказывать сопротивление, и так и происходило. Кого не удалось выселить, депортировать, те оказывали сопротивление, гибли, конечно же. И первые 3-4 года люди
умирали от голода и холода. Мы все знаем про голодомор в Украине, в других местах преступления. Вот точно такой же голодомор, только не на своей территории, а чтобы не было ниоткуда взять помощи, был на территории Казахстана, Сибири, Киргизии. Туда, когда приезжали чеченцы, казахам, местным, другим, кто там проживает, говорили, к вам едут людоеды, которые едят детей. Это очень сейчас ясно, ярко демонстрируют русские террористы, которые нас пытаются опорочить здесь, в Европе, в мире, называя террористами, какими-то экстремистами, людоедами, хотя сами фактически ими и являются. Наш народ потерял по разным оценкам 60 до 60, некоторые говорят даже больше, процентов погибших. Это в то время, когда 30, 40, 50% евреев уничтожили в мире, и нацизм был осужден за эти страшные преступления. Чеченцы, ингуши потеряли 60 и более процентов, и мир об этом не узнал. А кто узнал, тот промолчал. Потом, после смерти Сталина, недавно Ахят закидывал этот документ Климента Ворошилова за подписью Президиума Верховного Совета СССР, где они нам в 57-м, кажется, году разрешают, в 56-м году, нам в 57-м разрешают передвигаться, просто передвигаться через 13 лет, через 12 лет после депортации, после смерти Сталина. Уже нет этого убийцы, и вроде бы весь один Сталин виноват в нашей смерти, в нашем геноциде, в нашем убийстве. Нам разрешили только перемещаться в другие территории Советского Союза, не возвращаться на свою территорию. И там же, в этом же документе, в этом же указе указывается, что имущество тоже не восстанавливается и возвращаться нельзя на свою территорию. То есть вы можете быть цыганами, ничего плохого против цыган не имею, просто люди без родины, которые не хотят родины. Вот нам предлагали быть вот такими скитальцами по Советскому Союзу. Первые 3-4 года, как я уже сказал, очень много людей умерло, большая часть умерла тогда, потом уже казахи, другие люди, русские помогали. Моему отцу русская женщина помогала, которая его в первый класс отправила, которая подкармливала его, потому что умирали со своими детьми, она вместе его и кормила, ну и так далее, и так далее. Но вот так мы вымирали массово. Сейчас, когда началась, извините, что так долго, сейчас, когда началась вот эта новая война, мы знаем из донесений, которые русские передавали через ФСБ, и наши спецслужбы задержали этого ФСБшника, что русские собирались нас депортировать. Об этом говорит также Горбачев Михаил Сергеевич, бывший президент Советского Союза, который говорит, что вот это ГКЧП намеревалась, тогда Завгаев поддержал, бывший марионетка России Завгаев, Дока Завгаев поддержал ГКЧП, и они готовились нас массово депортировать. Мы оказали сопротивление, понесли колоссальные потери, колоссальнейшие потери, но по сравнению с теми потерями, которые мы понесли в 1944 году и позже, в 2 раза меньше наши потери. Это если исходить из того, стоило сопротивляться или нет. Причем в настоящее время, когда Запад дружил с Россией, с новой вот этой так называемой Российской Федерацией, у нас были все основания вообще никогда не вернуться из вот этой новой ссылки, которую нас готовили, и потерять еще больше людей, соответственно. Поэтому сейчас, как Алла верно сказала, мы находимся на пороге больших событий, как и вы все тут сказали, и к этим событиям нам и вам, в первую очередь, людям, которые идеологи, люди, которые стоят у истоков нашего государства. Мы, не могу сказать, что мы молодые, как сказал Аят, но мы и молодых будем призывать, и сами будем держаться вашей линии, ваших
ваши усилия, усилия нашего народа не пропали. Вам всем огромнейшая благодарность. Аят, Иса, Муса, все, кто Аллах, конечно же, все, кто принимал участие в защите нашего государства, становления нашего государства и сохранения нашего государства в это трудное время. Я, как никто, знаю, какое давление на вас оказывалось и как вас пытались дискредитировать. Но правда, кто ее ищет, он ее всегда найдет, как бы его не обманывали, как бы эту ложью ее не закрывали, всегда до истины можно докопаться. Шуну масана дейрес хуйль, дал амма, дал обал дуэль, дал дел дуэль. И с днем возрождения вас, друзья. Спасибо. Баркул Аслан. Если позволите, я скажу тоже несколько слов по той ситуации. Хотя я выступал в прошлый раз, но скажу, что это вот ссылка нашего народа, это была 6-я ссылка депортации. Чеченский народ депортировала Россия, я имею в виду и прошлые века, 6 раз. И мы тогда теряли свое население, да когда они передвигались в места их ссылки, ну, на подводах, тогда не было ни машин, ничего, как понимаете, так? И даже на них нападали в ходе их передвижения разные разбойники, грабили их. Им приходилось так тяжело, они передвигались, вы знаете, в южные арабские страны, и там вот осели многие. Поэтому там есть наши диаспоры. Эти люди все равно сохранили наш язык, традиции. Они знают, что они чеченцы до сих пор, и они душой и, так сказать, мыслями, конечно, с нами. Депортация, которая в 1944-м была организована государственным, скажем, преступником Сталином и его окружением, это немыслимое то, что они сотворили. Здесь уже Алла говорила о том, что когда все те, кто мог держать в руках оружие, большинство людей, оно было, как говорится, насильно вывезено на фронты против фашистской Германии, то в 1943 году, можно сказать, через 3 года, буквально это время, они не, смотря ни на что на территории Чеченской Ингушской республики не было ни одного немца, там не было сопротивления, они обвинили нас в том, что мы предатели, что мы подарили белого коня Гитлеру. И вот это вот все было, значит, так обозначено. И я хочу сказать, что они утверждали, что мы враги народа. Как враги народа мы были выставлены тогда. Поэтому все, что было тогда против нас, это было самое жесточайшее преступление, это был геноцид нашего народа. Здесь уже говорили о том, что почти 1 миллион человек было нашего народа тогда, и хотя они говорят, что нас было 400 тысяч, на самом деле наши вот историки, архивники подняли вопрос, оказалось, что где-то около 1 миллиона человек нас было в республике, и из этого 1 миллиона назад вернулись только 400 тысяч человек. Представьте себе, что если от 1 миллиона вернулось 400 тысяч человек, и за время этой 13 лет оно не увеличилось, что творили с нашим народом. Мы знаем из истории и из очевидцев, что наших людей, значит, сжигали в Хайбахе, топили в озере Алан-Галанчош, закапывали в огромных ямах, вырытых, допустим, вот я пример приведу, в этом Урус-Мартане, всех больных выкопали огромную яму, и всех больных засыпали сверху и убили тоже. А уж о том, что когда они их высылали, это была зима, холод, и в это время, когда они передвигались, как это было, то все пытались сопротивляться, и кто-то не мог выйти, не мог уйти. Были такие случаи, и вот по одному из самого маленького района, где вот Хайбах находился, Галанчевском, по всем данным нашим, было убито около 10 тысяч человек. Представьте себе, еще 21 район был в нашей республике,
а то и больше. Я сейчас не могу сказать, сколько тогда их было. И в этих тоже примерно, если даже посчитать это количество и в тех районах, которые бывали по 2-3 раза больше по количеству и по площади, мы считаем, что где-то около 200 тысяч человек еще, когда они не уехали, они убили, утопили, сожгли. Вот что творили против нас. Почему такая жестокость вот против нас была? Хотя мы нисколько ни один шаг не сделали в сторону, скажем, Германии фашистской, на нашей территории не было ни одного человека. Почему это жестокость? Это было связано еще с тем, что наша территория была вновь оккупирована, было еще в 18 году захвачена, значит, и введена в состав, незаконно введена в состав Российской империи, а затем, я имею в виду уже большевистской, а затем и состав Советского Союза без спроса нашего населения. И с тех пор до 1941 года, по данным от российских, которые дают данные, 20 раз наш народ поднимался и боролся, вернее, я ошибся, 12 раз поднимался, и это были очень большие, значит, сопротивления, которые тогда организовывались, и они доходили до 5000 человек, противодействовали этой советской власти тогда. Что только не было на нашей территории, чего только не пережили наши люди. Все связано с тем, что наш народ оказывает ожесточенное сопротивление тому, что называется рабством, когда хотят наш народ превратить в рабство. И сегодня, когда вот такая ситуация, вот мы видим, с вами наблюдаем и говорим, что якобы там народ все в таком положении находится, вроде бы он не двигается, на самом деле это не так. Наш народ помнит все, и ничто, что было сделано ими, не забудется. Эта власть, имперская власть, она не только против нашего народа выступает, как мы знаем с вами, она выступает за то, чтобы вновь подвести под свое начало все бывшие народы из бывшего Советского Союза. И кроме этого, она стремится, как вы знаете, захватить и территории бывших стран Европы, там, я имею в виду балтийские страны и страны, которые еще раньше были, это Польша и другие страны. То есть такие коварные планы сегодня строить, и они есть у Кремля. Более того, я стал свидетелем, я сам видел эти документы, которые показывал по телевидению тогда Жохар Дудаев и рассказывал, что там происходит. В 1993 году они полностью запланировали выселить наших людей, и на территорию Гудермесского района были введены крытые такие тентовые машины, якобы для уборки урожая. На самом деле никакой уборки там не могло быть, потому что этого урожая не было. Это были планы по депортации нашего народа. Вот что делалось тогда и делается и сегодня. Даже когда мы говорим, что вот такая ситуация в Чеченской республике, на территории Чеченской Ичкерии, мы должны понимать, что враг это империя, это власть, которая пытается снова подчинить под себя не только нашу республику, но и все другие республики бывшего Советского Союза, которые стали независимыми государствами. Наша республика, наш народ, соответственно, международному праву создал свое государство, ровно так же, как и другие республики, которые стали сегодня государствами. Наша страна была оккупирована, и для оккупации Российская империя нынешняя 5 раз сделала агрессию против нас, из которых 4 раза мы побеждали, изгоняли этого врага. Но когда весь мир, информационная пропаганда была направлена против нас, и мы оказались в ситуации, когда наш ресурс человеческий и материальный иссяк, мы вынуждены были уйти в подполье, уйти за рубеж и бороться. Но борьба продолжается, и мы не собираемся складывать оружие. Наш народ будет бороться за освобождение нашей территории политическими, правовыми и всеми возможными допустимыми шагами, которые полагает международное право. Поэтому не случайно сказал Жохар Дудаев,
что империя хочет, чтобы мы все время плакали с каждый год. Хватит плакаться. И когда наступил 50-й год депортации нашего народа, на площади в Грозном в этот день выступил президент Жохар Дудаев и сказал: хватит плакаться, отныне будет день возрождения нашего народа. И мы с тех пор празднуем этот праздник и в то же время не забываем наших убитых людей, сильных людей. Здесь есть люди, которых убивали, родственников, близких, которые погибли. В том числе и мои близкие родственники погибли, даже моя мать там погибла. Так что вот такие вещи, мы неразрывно связаны с тем, что было, и эта империя нам преподнесено. В то же время мы должны сказать и казахскому народу, который принял нас там и делил с нами кусок хлеба и помогал, и другим народам, которые там были рядом. Так что сегодняшний день мы не должны забывать, и в то же время мы должны говорить о том, что это есть та дата, которая говорит о том, что мы должны возрождаться, мы должны крепнуть, мы должны объединиться единой целью, на единой платформе, которая была принята нашим народом в 90-м году, когда общенациональный съезд народа принял решение, декларацию о создании нашего государства и создан нашего государства, которое было потом закреплено принятием нашей Конституции. Поэтому на этой основе держась мы должны и сейчас помнить, что все те, которые сегодня противодействуют этой линии и придумывают какие-то другие свои мероприятия или свои какие-то условия выхода из этой войны или из этой оккупации, они обречены на провал. Мы должны держаться на той основе, которая принята нашим народом в рамках международного права, и освободить нашу территорию. Наше возрождение сегодня должно лежать в плоскости того, что мы должны объединиться именно в этой плоскости, на основе принятия нашим народом в 90-м году на общенациональном съезде нашего народа декларации о воссоздании нашего государства, которое было создано и которое существует до сих пор. Мы находимся в подполье, наша территория будет освобождена и восстановлена власть на нашей территории. Только таким путем мы сможем обеспечить будущего нашего народа, чтобы мы жили в содружестве с другими народами, которые есть на Кавказе и, скажем, на всей той территории бывшего Советского Союза. Я думаю, что это есть тот правильный путь, и что все, которые здесь находятся, мы это поддержим. Я благодарю и украинцев, и Союз офицеров украинцев, которые отмечают нашу какую-то скромную вклад в дело Украины, хотя мы всей душой на стороне Украины. Благодарю и за те награды, отметили, которые нам, хотя, может быть, мы этого и не достойны, но все равно мы рады тому, мы будем продолжать это, скажем, что это авансом все, будем делать все от нас зависящее. Слава Украине, героям слава. Слава Вот Чечне. на этом я думаю, что я свое выступление закончу. Если есть желающие, давайте, и тоже, кто высказаться, можно по 1 минуте высказаться. И думаю, хватит нам сегодня говорить, потому что и в прошлый раз мы говорили много, где-то 2 часа с лишним. И сейчас, пожалуйста, желающие дополнить, сказать, можно сказать. Кто желает, говорите. Есть желающие? Спасибо большое. Спасибо, я должен выйти. Спасибо, еще раз увидимся. Не раз Спасибо, увидимся. Элхан, спасибо большое. Если желающих высказаться нет, Салам алейкум. есть желающие? Валейкум салам. Извините. Алла хочет. Алла, вы хотите сказать? Нет, я хотела поблагодарить. Ясно. Элхан ушел уже, да. Но благодарность вы уже, она услышит, все равно услышит Спасибо записи. вам за речь. Очень хорошая речь. Ряд. Да. И всем, кто выступал до вас. Всем большое спасибо. Да. Но тогда мы закрываем нашу конференцию, посвященную этому Дню Возрождения, и где мы говорим о депортации нашу. Закрываем. Нет больше желающих выступить? Нету?
Ну, в Если принципе, нет, то я закрываю. Да, закрывай. Все, спасибо всем, Баркалшам, всех, кто принял участие в этом Спасибо мероприятии всем. нашем. Адик Все, Йон, спасибо. Машвай. Видите, Валерий. как Адик Юрьевич Массер. До свидания.